Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. В Баку состоялась промо-встреча бизнесменов из Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Обширную информацию дал Руслан Иманзаде, глава Союза предпринимателей, который состоит из узбекских, турецких и азербайджанских инвесторов и включает в себя около 3000 крупных компаний. Он также сообщил о широком спектре сотрудничества с Союзом предпринимателей Кыргызстана, который насчитывает более 1000 членов в Кыргызской республике. Руслан Демиров, основатель и директор азербайджанского клуба Founder Club, учредитель, также представил свои объединения, в которые входят около 100 фирм и компаний. Предприниматели, принявшие участие во встрече, представили обширную информацию о их компаниях. Затем был подписан долгосрочный меморандум об информационной поддержке с Русланом Иманзаде, президентом Союза предпринимателей, в который входят узбекские, турецкие и азербайджанские инвесторы, и Русланом Демировым, основателем и директором азербайджанского фаундер-клуба учредителей, с президентом фонда Туркел и главой азербайджанского представительства Кыргызского государственного телеканала «Пирамида» Хакумой Халиловой. Затем между новыми партнерами был подписан меморандум. После этой встречи президент Союза предпринимателей Руслан Иманзаде, в который входят узбекские, турецкие и азербайджанские инвесторы, и Руслан Демиров, основатель и директор азербайджанского фаундер-клуба учредителей, посетили пресс-центр Кыргызско-азербайджанской торговой палаты. Руслан Иманзаде сообщил, что в январе 2022 года они начали работу в Ташкенте, столице Узбекистана. Хотя они работают уже год, в их состав уже входит более 3000 фирм и компаний из Турции, Азербайджана и Узбекистана. Наша главная цель – расширение и укрепление отношений и сотрудничества в сфере экономики и торговли в соответствии с рекомендациями глав тюркских государств. Следуя политике наших президентов, мы создали для себя программный проект, направленный на повышение экономической мощи наших стран. Мы увидели, что наши народы в Узбекистане связаны одним корнем, культурой, прошлым, религией и языком. Мы создали союз, в который вошли 450 узбекских предпринимателей, 100 азербайджанских предпринимателей, проживающих в Узбекистане, и более 2500 турецких предпринимателей. Выражаю глубокую признательность посольству Азербайджана и культурному центру Гейдара Алиева, которые поддержали наше формирование. Наши бизнесмены в Узбекистане делятся на две части: азербайджанские бизнесмены с узбекским гражданством и бизнесмены из Азербайджана. Летом прошлого года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан на улице Гейдара Алиева были открыты бюст Гейдара Алиева и парк. За последние 3-4 месяца азербайджанские предприниматели инвестировали в Узбекистан и открыли 40 компаний. Конечно же, мы дали им все советы, а также хотел бы отдельно поблагодарить посольство Узбекистана в Азербайджане за моральную поддержку. Еще раз хочу отметить, что укрепление наших стран в экономической сфере является нашей главной целью. Мы должны добиться увеличения экономического и торгового оборота между нашими странами. Мы должны попытаться возродить старый шелковый путь между нашими древними тюркскими государствами. Отрадно, что шелковый путь, соединяющий Европу и Азию, проходит по территории наших государств. Мы должны ценить эту возможность. Духовное и материальное единство тюркских народов зависит от каждого из нас. Узбекский народ не жалел своей моральной поддержки во время 44-дневной войны Азербайджана. Конечно, сила вместе. Дай Аллах никогда не разорвать наш союз. Мы продолжим наше сотрудничество с фаундер-клубом в Азербайджане. Мы хотим в ближайшее время видеть среди нас Азанбека Джамбаева, главу Союза предпринимателей Кыргызстана. Руслан Демиров, основатель и директор фаундер-клуба в Азербайджане, также дал подробную информацию об ассоциации предпринимателей. Он отметил, что мы объединяем около 100 компаний, работающих в Азербайджане. Наш клуб недавно создан. Мы начали работать в апреле 2022 года. Мы подписываем интересные проекты примерно со 100 компаниями-партнерами. Наш учредительный клуб был создан для работы не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах. Вместе с моим партнером Русланом мы запланировали поддержку экспорта продукции наших
партнеров в Узбекистане на внешний рынок. Мы сотрудничаем примерно с 20 посольствами и часто встречаемся. Мы находимся в тесном контакте с посольством Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Японии, Германии, Англии. Наша цель – наладить сотрудничество между бизнесменами и владельцами иностранных компаний, которые приезжают в страну через эти посольства. Например, в сентябре прошлого года в партнерстве с Союзом предпринимателей Узбекистана при поддержке посольства Узбекистана в Азербайджане 22 предпринимателя отсюда приняли участие и провели бизнес-форум в Ташкенте. Благодарю государству Узбекистан за серьезную поддержку. У нас были форумы в Ташкенте, Самарканде, Хиве с участием около 500 предпринимателей. Мы способствовали развитию отношений между двумя странами. Как отметил Руслан, постепенно азербайджанские бизнесмены стали ездить в Узбекистан. Кроме того, мы планируем тесно сотрудничать с объединением предпринимателей СИА в Кыргызстане. Между нашим клубом и СИА уже подписан меморандум. Мы реализуем цель углубления среды сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. Именно поэтому мы с господином Русланом решили активизировать торгово-экономические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном. Давайте пригласим бизнесменов из Кыргызстана сюда и отсюда в Кыргызстан и организуем форумы. По этому поводу ведутся переговоры с посольством Кыргызстана. Мы постараемся, чтобы наши кыргызские братья работали вместе с нами. На нашей встрече также присутствовал посол Кыргызской республики в Азербайджане Кайрат Усмуналиев. Традиционное сотрудничество, оно всегда в трех сферах. Это политика дипломатическая, это культурно-гуманитарное и экономическое, торговое такое сотрудничество. Это три сферы основные. Вот. Если мы говорим, что сейчас, в принципе, нет никаких противоречий, то связанные с политико-дипломатическим сотрудничеством, очень активно развивается вообще сотрудничество в рамках тюркского мира, и культурно-гуманитарные связи, они являются не искусственными, они востребованы, и поэтому, поскольку они имеют общие корни, они тоже развиваются. Но все-таки торгово-экономическая составляющая имеет важнейшее значение, потому что они являются как раз тем базисом, тем цементом, который укрепляет это сотрудничество. Чем богаче живут наши государства, тем меньше противоречий, кризисов, тем оно более сплоченное, тем больше ресурсов для того, чтобы развивать культурно-гуманитарное сотрудничество. Вот. Поэтому, конечно, это архиважное направление. Я перефразирую известный лозунг о том, чтобы пролетарии всех стран соединяйтесь. Я бы призвал, чтобы бизнесмены всех стран нашего тюркского мира должны тоже объединяться для того, чтобы наши экономики на взаимовыгодных основах взаимодополняли друг друга, обогащали друг друга и дали нам хороший, реально осязаемый рост благосостояния наших народов. В принципе, конечно, бизнесмены, когда зарабатывают бизнесмены, зарабатывает и народ. Еще раз хочу сказать, что тогда появляется больше возможностей для культурно-гуманитарного сотрудничества. Вот, поэтому, конечно, трудно переоценить ту роль и то значение, которое имеет сотрудничество бизнесменов наших братских тюркских государств. Я думаю, что для этого есть все предпосылки для того, чтобы это сотрудничество развивалось. Представляем вашему вниманию азербайджанскую народную песню «Лачин». Ее исполнит нигериец Джозеф Ювезели Окпамен, который учился на Хичеванском университете. Say
latin man sana kurban latin ay latin latin man sana kurban latin. Ben bilirdim ben ağırlayam ama bu derecede ağır olduğunu bilmirdim. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ ol. Adınız nedir? Adım Joseph Vezir Okmamendir. Joseph. Joseph. Hardan Hardan gelmişsiniz? katılmışsınız? Ben Nijerya vatandaşlıyım. Nakçıvan'dan Nijerya. gelmişim. Nigerya. Nigerya Nakçıvan. Nigerya Naxçıvan'da. Yok. Yok, Nakçıvan Devlet Üniversitesi'nde okuyorum. Naxçıvan'da. Bilme içindeydik. Ha? İlgar Muallim seçmek istiyorum. Ya o sibe diyeceğim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Tahmin eləmişdim. Danışmaya nefes aldım. Hoş geldiniz. Вице-президент Национальной академии наук Туран в Узбекистане и руководитель азербайджанского филиала академии, академик, историк Сабир Тагиев посетил офис представительства телеканала «Пирамида» в Азербайджане в пресс-центре Кыргызско-азербайджанской торговой палаты. Академик Сабир Тагиев отметил, что открытие в Азербайджане представительства телеканала «Пирамида» сыграет важную роль в расширении сотрудничества в сфере информации между Кыргызстаном и Азербайджаном, а также в дальнейшем ознакомлении двух братских стран. Yüksek seviyede itimat gösterdiğinize göre size ve temsil edildiğiniz bu formada güzel müteber bir teşkilatın bütün rehberliğine kadar hamsına samimi kalpten teşekkürümü bildiririm. Я хотел бы повторить слова президента Азербайджана Гейдара Алиева о том, что независимость Азербайджана будет вечной, и в то же время кыргызско-азербайджанское братство будет жить вечно. Как историк я всегда ссылаюсь на слова философов и гениев. На этот раз, продолжая слова Гейдара Алиева, верю, что кыргызско-азербайджанские отношения дружбы и братства будут постепенно развиваться и укрепляться. Уважаемый академик, вы говорили о дружбе. Исполнилось также 30-летие установления Азербайджана-кыргызских дипломатических отношений. Что бы вы хотели сказать об этом? Bir balaca icazə verib genişləndirin bu fikrinizi. O mənada ki, 2006 yılda Казахстанда... С вашего позволения, я хотел бы немного углубиться в прошлое. В 2006 году бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать союз тюркских государств. Таким образом, в Казахстане была заложена основа и начала действовать Международная тюркская академия. В 2009 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева было принято решение о создании союза тюркоязычных стран с участием президентов Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Казахстана в Нахичеване. Возвращаясь немного назад, 19 января 1993 года в независимой Азербайджанской республике было открыто посольство Кыргызской республики. Отношения между двумя дружественными и братскими народами восходят к еще более древним временам. Наши корни, язык, религия, культура, традиции одинаковы. Считается, что у нас один корень, потому что эти отношения впитываются из поколения в поколение на уровне генетического воспоминания. Уважаемый академик, я снова возвращаюсь, как бы вы расценили открытие азербайджанского представительства телеканала «Пирамида», которое мы считаем основой информационного обмена между нашими странами. Хотел бы отметить, что всесторонние отношения в конечном счете основаны на памяти крови. Это также реализация того, что вы сказали. Таким образом, 4-миллионное население города Баку имеет возможность смотреть «Пирамида ТВ» с кабельным телеканалом КТФ-1.
В то же время азербайджанские телезрители становятся свидетелями общественно-политических, экономических и культурных перемен в братском Кыргызстане. Если мы это проанализируем, то сможем сделать вывод. Даже если вы будете искать с 1000-вольтной лампой в течение дня, такой возможности у вас не будет. Конечно, это свобода, национальность, национальная гордость, вытекающие из независимости обеих наших стран. Это очень похвальный шаг. Желаю руководству телеканала «Пирамида» успехов. Я помню, что год назад в Азербайджане была создана ассоциация тюркских аксакалов. Я также являюсь членом правления этой ассоциации. В том же духе этот союз намерен установить тесные отношения сотрудничества со всеми тюркскими государствами. Делегация Тюркской ассоциации аксакалов обсудила возможность сотрудничества в Кыргызстане, Узбекистане и Турции. Сейчас они готовятся к поездке в Казахстан. Я бы хотел, чтобы не только аксакалы, но и ученые часто ходили друг к другу в гости. Хочу сказать, что необходимо использовать эту возможность в эфире, чтобы пригласить в Баку представителей научного мира Кыргызстана. Предлагаю создать ассоциацию интеллектуалов наших тюркских государств. Национальная академия Туран была создана в Узбекистане 11 лет назад. Год назад был открыт филиал в Азербайджане. Президент Азербайджана также был избран академиком Академии Туран. Я призываю Кыргызстан присоединиться к нам в этом направлении. Спасибо, что пригласили меня в вашу программу. Ama ham oynayacak. Seslensinler mühendis. Aman ya!
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, ну, для меня очень большая честь сегодня встретиться в нашем пресс-центре посольства с народной артисткой Азербайджанской республики, народной артисткой Республики Узбекистан. Я надеюсь, в перспективе народной артисткой Кыргызской республики, госпожой Мамедовой, Гюляна Ханом. Очень приятно. Мне особенно приятно то, что за очень короткий срок народная артистка госпожа Мамедова спела несколько песен на кыргызском языке, которые уже нашли своих слушателей, зрителей. Я думаю, что в свете того, что 23-й год объявлен согласно решению Межгоссовета Азербайджан-Кыргызстан днями, или скажем так, годом культуры Кыргызстана в Азербайджане, и, соответственно, 24-й год культуры, соответственно, Азербайджана в Кыргызстане. Я думаю, что здесь очень есть много перспектив для того, чтобы нашим зрителям показать многогранный талант Гюляна Ханом. И это та деятельность, которая, безусловно, она неоценима, поскольку она относится к так называемой народной дипломатии. Это та сфера культурно-гуманитарного сотрудничества, которая на самом деле сближает наши народы, а наши народы имеют общую ментальность, общее прошлое, настоящее и будущее. Это связано с нашими корнями, которые уходят вглубь веков. Поэтому мы очень рады, то, что значит, у нас есть такие друзья нашей страны, которые продвигают культуру, сближают народы. И в этом смысле, конечно, это та важная миссия, вот, которая на самом деле трудно переоценить. Спасибо. Уважаемый господин посол, я очень рада видеть вас снова. Я была на вашем приеме несколько месяцев назад. У нас была очень искренняя и теплая встреча. Большое спасибо за внимание. Очень приятно, что у Кыргызстана есть такой посол, как вы, в Азербайджане. Надеюсь, что в ближайшие месяцы вместе с вами мы сможем провести престижное мероприятие по развитию культурных связей между двумя государствами. В конце прошлого года я была в командировке в Кыргызстане. Конечно, это исходит из моей любви к вашей стране и народу. В целях популяризации кыргызских песен и композиций я уже продолжаю свою деятельность и пою произведения нескольких ваших известных композиторов. Моя самая большая мечта – дать концерт со специальной программой в Бишкеке. Я сейчас готовлюсь к этому ответственному концерту. Конечно, господин посол, я рассчитываю на вашу моральную поддержку. Люблю петь кыргызские народные песни, фольклор, композиторские произведения. Я уже встречалась с кыргызскими артистами и знаменитостями, преподавателями консерватории. Мы знакомились с народной артисткой Саламат Садыковой. Ей я бы хотела передать отдельный привет через телеканал «Пирамида». Я также хотела бы встретиться со многими из ваших известных певцов. Я хотела бы исполнять песни вместе с ними. Ваша поддержка очень важна для нас, для дальнейшего развития дружбы и братства между нашими двумя странами и народами. Вы знаете, что на вашем канале я спела песню об озере Иссык-Куль. Она была очень хорошо принята, и автор песни Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана, и композитор Наджаф Заде посвятили это произведение из любви к вашей стране и озеру Иссык-Куль. Господин посол, по вашей рекомендации я также исполнила более популярную кыргызскую песню. В будущем я исполню ряд других песен на кыргызском языке. Например, если какой-нибудь кыргызский певец поет песню на азербайджанском языке, конечно, наши сердца будут очень радоваться. Я думаю, что вам и кыргызстанцам нравятся мои выступления. Думаю, для всех нас будет очень хорошо, если каждый будет заниматься своей профессией. Верю, что дружба и братство наших народов будут всегда. Да, с большим удовольствием хотел сообщить, что это, по сути дела, уже ставшая народной песней «Дям Пёктö». Она написана и слова, и музыка нашим известным кыргызским деятелям культуры Тугульбаем Казаковым. Еш басылбай
biz yelettik Kırşal olur Yol sararlar Göz açırlar Bir anda Şama soğuk Büyükler Can bebekte O sözünde Kaybetti Yaşlığında Çevik çevik Ayrılmazdan Yeterli Camgır döktü, eske düştü Alız kaldan yastığımda Sağımdasın Jurak tezim Koldan uçkan Akkumdayım Kungur kara Camgır döktü O şalkınlar Kayda gitti Castığımda Cegeceğim Kayrılbastan Keteberdi Yoldan uçar kanat tutar Camgırda kal eç bası var Camgırlarda eske duşar Tonguç suyum unutulmay Kungur kara Camgır döktü O şalkında Kayda gitti Castığımda Cegeceğim Kayrılmazdan Keteberdi Castığımda Cegeceğim Kayrılmazdan Keteberdi Tonguç suyum unutulmay Kungur kara Camgırdaki O şalkınlar Kayda gitti
Наманганская область – регион, богатый туристическими возможностями с точки зрения рельефа местности и природы. В частности, в последние годы в регионе развивается экстремальный туризм. Pope Snow Palace – Папский снежный дворец – один из таких туристических центров, созданный на перевале Камчик на высоте 1700 метров над уровнем моря. В декабре, январе и феврале и даже марте снег на этом курорте не тает. Естественная горка имеет длину 230 метров. Ежедневно сотни местных туристов получают удовольствие от катания на специальных воздушных подушках. Также в Снежном дворце введена в эксплуатацию навесная дорога протяженностью 430 метров. В настоящее время продолжается строительство кемпингов для семейного отдыха. Также в Снежном дворце запущен сервис зорбинга на воздушных шарах. Особое внимание уделяется уникальным особенностям поп-квартала для развлечения туристов. Например, у гостей есть возможность купить вкусную выпечку. Будет выделена субсидия на установку солнечных батарей для кемпингов, которые будут возводиться в дальнейшем. Еще на 5 гектарах предприниматель планирует построить базу отдыха. Добро пожаловать в Наманган! Почем бананы? Бананы 150 рублей килограмм. А яблоки? А яблоки 98. Сынок, сколько у тебя стоят бананы и яблоки? Бананы 20 рублей килограмм, а яблоки 13 рублей килограмм. О, как здорово! Это слава богу! Давай по килограммчику. Слава богу! Так, сейчас еще хлебушка ей взять. Уважаемый, я правда не пытался обмануть. Тут такая ситуация. У этого дедушки сын с женой погибли. Осталась 14-летняя внучка. Я узнал, пытался как-то помочь. Наотрез отказывается от помощи. Я просто не придумал другого какого-то способа, кроме как снизить цены, когда он приходит. И знаешь что? Он, когда приходит, в этот день я больше зарабатываю. То покупатель оставит сдачу, то придут полприлавка выкупят. Господь, видимо, видит мое желание помочь и как-то поддерживает меня, что ли. Я очень молюсь за этого деда. Уважаемый, сдачу-то возьмите! У меня скоро крупное мероприятие. Овощей и фруктов на 90 человек.